На территории республики продолжают увеличиваться случаи возгорания жилого фонда с трагичным исходом. Только с начала недели в огне погибло 6 детей. Очередная трагедия произошла вчера под конец рабочего дня в селе Тумул Негино-Кангаласского района. Горел жилой частный дом 50-го года постройки. С подробностями Виталий Абрамов. Сигнал о пожаре на пульт 01 поступил в 17 часов 35 минут. Первыми к месту пожара прибыли огнеборцы из ближайших к поселку малочисленной пожарной части села Тюнгулю. К моменту их прибытия дом горел открытым огнем по всей площади. К сожалению, первые очевидцы пытались спасти детей и разбили окна, в результате чего поступивший воздух только способствовал развитию пожара. Горел частный дом 50-го года постройки. Силами огнеборцев пожар удалось ликвидировать. Всего было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Предположительной причиной пожаров является нарушение правил эксплуатации отопительной печи, но мы еще не исключаем, пожар произошел из-за детской шалости и нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На месте пожарища были обнаружены тела 2 малолетних детей. Известно, что они были дома одни. Предварительно установлено, что дети находились дома без присмотра взрослых. По данному факту Заречным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия в настоящее время проводится доследственная проверка. Уже назначены судебно-медицинские и пожаротехническая экспертизы. Напомним, что это уже вторая похожая трагедия с начала этой недели. Во вторник в Верхоянском Улусе при похожих обстоятельствах погибли 4 несовершеннолетних. Тут стоит вспомнить прошлогоднюю инициативу СКР по Якутии, которая внесла в адрес главы региона предложение законодательно запретить оставлять дома без присмотра детей до 7 лет. Как показала практика, власти не всегда могут помочь малышам в трудной ситуации. Больше зависит все-таки от родителей. В настоящий момент проект находится в разработке. Если мы требуем прямого правового регулирования и сказать, что установите ответственность, она уже сегодня является полномочием федеральных органов государственной власти, и мы убедили коллег Следственного управления Следственного комитета, что если мы хотим еще ужесточить те санкции, которые есть уже в КоАПе Российской Федерации и в Уголовном кодексе Российской Федерации, то, конечно, мы можем направить предложение или же законодательные инициативы по внесению изменений тех или иных статей. Таким образом, закон будет больше направлен на предотвращение несчастных случаев и информирование населения. Уже в ближайшее время проект закона будет утвержден и направлен к законодателям на рассмотрение. Но спасатели еще раз обращаются к якутянам. Не оставляйте без присмотра малолетних детей, не допускайте рассопки печей малолетним детям, не оставляйте включенными электроприборы без присмотра. Виталий Абрамов, Екатерина Ефремова и Николай Афанасьев, НВК Саха, Якутск, Негино-Кангаласский улус.